можем начинать, правда? Да. Доброе утро, дорогие казахстанцы. Пролетели выходные. Мы вновь с огромной радостью говорим вам, что в эфире телеканала Алматы самая позитивная, солнечная программа «Таңғы Студио». И мы всегда рядом, чтобы зарядить вас отличным настроением и начать новый день с улыбки. Друзья, оставайтесь с нами, будет весело и очень по-доброму. Мы начинаем. Сегодня понедельник, 13 октября. И если вы уже успели вспомнить, что снова понедельник, не переживайте, вы не одни. Да, главное начать день с улыбки, ну и можно кофе покрепче. А дальше все пойдет по плану. Хотя, конечно, есть те, кто по понедельникам действует по другому принципу. Если утро не задалось, просто перенеси начало недели на вторник. Кстати, сегодняшний день имеет свою интересную историю. Именно 13 октября 1792 года был заложен первый камень Белого дома. А в 1884-м мир наконец-то определился, где находится нулевой меридиан. Так что день вполне можно считать символом нового начала и правильного направления. Вот и мы предлагаем начать неделю с хорошего настроения, легких мыслей и вдохновения. Осень – самое время для новых идей, встреч и теплых эмоций. Но вдохновения в эти дни хватает. Ведь скоро в Алматы стартует международный фестиваль камерных театров. Одно из тех событий, где можно просто остановиться, послушать, почувствовать и вспомнить, что искусство – это не только сцена, но и настроение. И наша Гульназ Бахтиярхызы встретилась с организаторами фестиваля и готова рассказать, чем же он удивит зрителей в этом году. Давайте вместе посмотрим сюжет и начнем неделю красиво, с вдохновением и легкой ноткой искусства. Театр Алматы вновь готовы удивлять своих зрителей. Совсем скоро здесь состоится международный фестиваль камерных театров. Яркое событие, которое объединит режиссеров, актеров и зрителей из разных стран. Мы тоже оказались здесь, чтобы узнать подробнее. Камерные театры – это особые театры малых форм. Они отличаются небольшим пространством, ограниченным числом зрителей и отсутствием традиционной сцены, благодаря чему между актерами и публикой рождается по-настоящему искренняя и глубокая атмосфера. В Алматы работает более 10 таких театров. Нам 10 лет уже. Вот, мы такой маленький у нас юбилей, мы уже стали для театра, это довольно такое круглое и замечательное число. И 7-й год мы проводим фестиваль «Алматинская осень». В этом году у нас он уже международный, к нам приезжает из Бишкека, для нас это тоже очень важно. Он будет проходить с 20 числа по 27. Спектакль будет очень интересный, я не хочу раскрывать всю интригу, но будет много комедий, будет много о чем подумать, поэтому я думаю, что будет интересно. Уже на протяжении 7 лет в Алматы проходит фестиваль камерных театров, ставший ярким культурным событием города. В этом году он впервые получил международный статус. На сцене встретится 8 театров, чтобы представить свои лучшие постановки и поделиться творческим опытом с алматинской публикой. Дело в том, что в этом году у нас будут театры из Темиртау, из Астаны, даже из Бишкека. И мы очень рады, что наша география расширяется. В следующем году мы запланировали нечто большее и масштабнее, но об этом потом. Призовые места всегда есть. Каждый год это и гран-при, это призы за лучшую женскую, мужскую роль, лучшая режиссура, сценография и многое другое. Для театров это большая возможность посмотреть на режиссуру других спектаклей, познакомиться между собой, чтобы появилось вдохновение на какие-то новые открытия, новые формы. И это всегда очень большое событие, которое потом дает хороший толчок, такой старт для новых идей и новых проектов. Камерный театр Ермашова всегда стремится удивлять своих зрителей оригинальными и глубокими постановками. Коллектив театра регулярно готовит новые премьеры, а актерская команда ежедневно работает на репетициях, оттачивая каждую деталь будущих спектаклей, чтобы подарить публике по-настоящему яркие эмоции. Больше люди любят комедии. Люди любят посмеяться, И вот мы думаем, лучше комедии ставить. Ну вот в основном ставим комедии. Иногда можем
4 человека, да? Иногда мы можем 8. Но на сказках иногда там до 10, до 11, 12 человек помещаются. Так что тоже интересно получается. Видите ли, мы камерный театр, мы не можем там огромное количество актеров ввести. Но так как у нас камерный театр, вот у нас предел там максимум 8-6 человек на сцене. Все жители и гости Алматы приглашаются на 7-й международный фестиваль камерных театров, который пройдет с 20 по 26 октября. В течение недели зрители ждут яркие постановки, творческие встречи и незабываемая атмосфера искусства. Приходите и насладитесь магией театра. Друзья, в продолжении театральной темы мы хотим разыграть пригласительный билет в наш любимый Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая. И сегодняшний вопрос тоже связан с театром. Итак, какой алматинский театр считается старейшим в городе? Ждем ваши звонки по телефонам 339 56 84 или 339 56 86. Ну или пишите нам на WhatsApp 8771 583 09 91. Ну а сейчас давайте ненадолго прервемся на рекламу и буквально через мгновение вернемся в нашу утреннюю студию. Ну что, осень в разгаре. Это значит, самое время создавать уют. Ведь именно сейчас, знаете, хочется завернуться в плед, поставить кружку с чаем и смотреть, как за окном падают, ну, например, листья. Да, зимой будешь наблюдать. не прохожие же зимой падают. будешь наблюдать, как падают не только листья. Как падают прохожие. Что там, весной буду наблюдать, как падают дети в лужи. Нормальное такое приятное времяпрепровождение у меня. Отлично. Да и не обязательно тратить целое состояние, чтобы дома стало тепло и красиво. Иногда достаточно пары свечей, вазы с сухоцветами. Ух ты. И немного фантазии. А еще вдохновение, которое, кстати, приходит, когда перестаю считать, сколько это будет стоить. Потому что ты начала вот это вот, я так в голове примерно высчитываю. Твой сухостой сейчас стоит дороже, чем живые цветы. Свечи, ну, они как будто не из парафина, не знаю, можно самим сделать. С добавлением чего-то очень дорогого. Да-да-да. Ведь уют — это не про дорогую мебель, кстати, или дизайнерские штуки, а про настроение. Знаешь, что вот ты говоришь, считаешь? А иногда старую банку можно превратить в стильный подсвечник, а из обычных веревок сделать модное панно. Вот попробуй. Главное, да, смотреть на вещи не как на ненужный хлам, а как на материал для творчества. Ну а для тех, кто не знает, с чего начинать, у нас есть отличная идея. А как сделать красивый и уютный декор своими руками? Просто недорого и с удовольствием сейчас расскажет Дильназ Машурова. Иногда, чтобы создать настроение дома, не нужны большие затраты. Достаточно немного вдохновения и подручных материалов. Сегодня мы вместе с дизайнером интерьера покажем, как буквально из простых вещей можно сделать стильный и теплый декор своими руками. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у дизайнера интерьера у Асем Изатулаевой. Здравствуйте, Дильназ. Здравствуйте, дорогие наши друзья. Как у вас дела, Асем? Хорошо, вы как? Спасибо, все отлично. Мы сегодня к вам пришли с вопросом, как можно бюджетно декорировать пространство, там, дом, либо же офис. Да, это очень супер легко. Самое главное — использовать все вещи, которые у вас есть дома, под рукой. Для начала мы решили оформить небольшую композицию, теплую и осеннюю, которая подойдет куда угодно. Дома желательно использовать текстуры дерева, любые мягкие текстуры. Это могут быть плед, который у вас дома завалялся, в принципе. Давайте сделаем мини-мастер-класс. Давайте. Возьмем вазу, которая у всех дома, в принципе, есть. У меня точно, у меня много дома таких. Возьмем каштаны или шишки, которые у вас завалялись у ваших детей. Или, в принципе, в любом парке, который возле вашего дома. Да. Сделаем это как нашу базу. Давайте. Можно, в принципе,
принципе, или использовать любые искусственные цветы, или цветы, которые у вас дома, или, как в моем случае, я взяла это у своего поставщика. Это у нас такие... Это гортензии, да? Это гортензии, да, который вот сейчас сезон гортензии, наверное. Получается у нас такой красивенький часть декора нашего. Очень красиво, очень легко все делается. Сейчас он нам понадобится в сервировке стола, да, получается? Да, вот наша уже готовая, как скажем, база, основа. Да. Композиция уже получилась уютной, но как будто бы не хватает немного живости. Давайте добавим красок и немного света. Дальше можем, в принципе, использовать разные фрукты, да, как декор. Это лимоны, это мини-мандаринчики наши. Давайте попробуйте. Вот я очень люблю запах апельсинов, мандаринов. Сезон сейчас прям такой очень классный. Вообще шикарно. Можете вот так вот красиво их расставить, да, как в нашем случае. Еще такие осенние теплые цвета, сейчас классно все сочетается вместе. Дальше можем использовать любые свечи, которые у вас под рукой, или свечи, которые вы можете купить в ближайшем магазине. Тоже это использовать, как наше дополнение в нашем случае. Оставалось лишь завершить картину, добавив немного тепла. Ведь что может быть приятнее, чем чай в красивой сервировке? Давайте попробуем, Дильназ, использовать наш декор в реальной жизни. Сервируем, получается, наш маленький такой уютненький столик. Давайте. У нас вот посмотрим, как это все будет выглядеть. У нас 2 подтарельника у нас, да? Посмотрим. Можем даже в середину как-то это все поставить. Ой, аккуратненько. Ну, уже выглядит супер красиво, комфортно. Мы можем заварить наш вкусненький чай, который у вас есть дома. Какой у нас и вправду вкусный чай получился, как раз вписывается в наше настроение. Да. Итак, друзья, вы видите, что пару деталей могут изменить наше настроение. Так что желаю вам всем теплого и уютного утра. Ой, сейчас будет интересно, потому что у нас в гостях дизайнер одежды для дам зрелого возраста Халдыгыз Булигенова. Будем знакомиться. Доброе утро! Так, слушайте, я впервые, представляю или объявляю дизайнер одежды для дам зрелого возраста. Халдыгыз, кстати, скажите, как это вот вам пришло-то, как у вас появилось такое увлечение? Вы знаете, я вообще-то пенсионер, мы сейчас ходим на центр досуга долголетия, у нас там есть всякие кружки. Я решила там мода, стиль, кружок открыть. И вот у меня девчонки сейчас, девочки, вот мои девочки, они в взрослом, пожилом возрасте, они как модели. Мы каждые праздники, например, когда осенний бал готовимся, когда новогодний бал-маскарад готовимся. В общем, каждому празднику и одеваемся стильно, стараемся стильно, прически менять, и обязательно, конечно, осанку. Потому что мода и стиль. Слушайте, вы сказали, я прям, знаете, сразу спинку ровно начал держать. То есть у вас еще есть уроки, занятия, да? Да, вы вот когда просто учитесь ходить, как модели, да? Я преподаю урок мода и стиль. Мода и стиль. А вот ваша одежда только с национальным колоритом? Нет, у нас национальная одежда. Мы просто в прошлый раз День пожилых людей было, поэтому мы решили показ национальной одежды. Какая она разнообразная, наша казахская национальная одежда. А так у нас, когда осенний бал, в платьях выходим, повседневные, брючные костюмы. Ну, смотря какие праздники, по-разному выходим, одеваемся. Слушайте, я до сих пор сижу, вот немножко так это переосмысливаю. А вы вот сейчас вспомним, скажем так, до пенсии, до выхода на пенсию. Вы были связаны вот с модой? Нет, я не была связана. Просто, знаете, я люблю, когда люди стильно одеваются, красиво, хоть в пожилом возрасте, хоть в каком возрасте. То есть мода к вам всегда. это пришло после 60? Да. И это, когда я пришла в центр, мне предложила наша шахиня Нуртаева Гуджан Булатбековна. Директор говорит, это у вас получается... Шахиня стала шахиней. Получается, говорит, может, мы все-таки такой урок откроем, говорит, мода и стиль. Я согласилась, потому что мне самой нравится. Сразу нашли девочек? Ну да, у меня вот 12 моделей,
12 девчонок По ходят. объявлению или просто или устраивали Они кастинг? из участников Все в этого центр ходят. клуба, В этот центра. центр все Был ходят. кастинг, отбор какой-то? Или все, кто старше 60, но до 75? Ну почему кастинг? Мы все равно принимаем, по фигуре смотрим, по Да, осанке, правильно, чтобы там красиво было, параметры правильно какие-то же? должны быть, да, Некоторых обязательно. там сильно полных тоже не возьмешь, это не модель же уже А, так. получается. Я Правильно. думал, хоть на пенсии пойду. А Везде потом свои критерии. образы, например, мы сами придумываем. Например, вот Это этот... совместное даже творчество? Или вы... Да, нет, образы мы сами придумываем себе. Вот этот образ у меня Очень вот, красиво. шапан, это как сейчас как в современном стиле абайка, говорит, я купила ее с воротником. Он большой размер, 58-й. Из воротника я сделала Вот я хотела головной вашу убор. головном уборе. Да, Он потрясающе красивый. Это все я сама придумала, это уменьшила. У нас здесь девчонки есть, которые сами себе шили. Сейчас они выйдут, посмотрите. Ну, я сказала, каждый сам пусть подбирает, чтобы у всех по-разному было, чтобы красиво было, но в национальном стиле. Поэтому у нас вот этот раз национальность. А так у нас современные стили есть, и брючные костюмы выходим, и подиум ходили, вот на Урузбайском районе выступали тоже. Вот когда вы выступаете, как молодые реагируют на такое дефиле? Ну, красиво. Все хлопают. Да, Им же все равно восхищает? интересно. У меня модели, например, возраст 64-65 и самые старшие 77. То есть замечательно. я говорил, что только до 75, оказывается, до 77, 77 есть у меня, да? да. Я так понимаю, что до 80, получается, можно моделью быть, а потом нет, суставы хрустят сильно кстати, грубо. вы Почему это смотря Нет. здоровье, как если вот здоровье Кстати, смотрели хорошее, вот да? недавно в Нью-Йорке или где-то был супер какой-то Да, показ. да, как-то Рошан же- Анорбекова, Нет, что ли? нет, вообще показ... Вот и выходили пожилые актрисы, 80-летние, 90-летние, ну, знаменитые, конечно. Это было потрясающе красиво. Ну да, конечно, это в пожилом возрасте, это хорошо, что наоборот, это нам очень Да, нравится. а вот что по вашему возрасте делает женщину красивой? Ну, как бы все-таки стиль, прическа, согласна. осанка Согласна. обязательно. Конечно, когда уже в возрасте кто горбится, уже не так смотрится. Осанка обязательно должна быть. Всегда мы держим осанку. Вот сегодня буду целый день ходить и ваши слова вспоминать. И спинку, Осанка и спинку ровно Да, держать. всегда Ну, в моем надо случае еще спинку. живот втягивать. А что бы вы вот сказали всем женщинам вот элегантного возраста, которые о чем-то новом мечтают, но боятся? Что бы вы Ну, я пожелали? думаю, что бояться никогда не надо, и поздно, начинать никогда не поздно. Если тебе это нравится, мне кажется, в любом возрасте. Ну, мы раньше как-то работали, времени не было, сейчас мы пенсионеры, поэтому у нас времени очень много, мы собой занимаемся, себя любим, и всегда как-то занимаемся, приходят девчонки, с удовольствием занимаются очень. Всем нравится, нравится самое главное. Ну, кому не нравится по подиуму ходить? Все да. хотят быть Мне красивыми, не правильно? нравится. Я один раз в жизни меня пригласили. Ну, естественно, какая из меня модель, господи. Поэтому Почему же? там Почему? был- У вас прекрасно. я был была моделью прически. То есть мне совершенно бесплатно покрасили волосы, сделали прическу, и мне нужно было пройтись по подиуму. Вот на самом деле это очень сложно, Это страшно, сложно. тяжело. Это так кажется, что просто. Да. А когда народ там сидит, все смотрят, это надо уже себя как-то... Но то, что сильно- подиум точно для всех возрастов, мы прямо сейчас с вами как раз-таки это и увидим, Да. потому что Пригласим наши ваших прекрасных девочки, девочек. наши Да. модели со В своей вашей дизайнерской одежде, в национальном стиле. коллекцией. Да. Проходите. Проходите, проходите. Все, можно. Проходите, проходите. Поворачивайтесь к камерам. Слушайте, ну, в таком Посмотрим. случае я хочу посмотреть на всю эту красоту. Ну-ка, Так, расскажите нам, давайте, Халдор, кстати, рассказывайте, Халдор, кстати. кто вот сама себе шила, придумала. Вот. Вот, например, Гульбаршин, вот она себе сама шила. Вот так вот. Слушайте, украшения подбираете Так, еще. Да, конечно, это же национальный стиль украшений. Без украшений никак Какие нельзя же. молодцы. Слушайте, у меня есть идея, знаете, такой лайфхак. Смотри, Гулька, вот, а ты сразу подумай, можно ее реализовать или нет? Смотрите, мы берем всех ваших моделей, выкладываем объявление в газету. Например, на свадьбу или на худалых нужны вот такие крутые классно было бы, родственники. да,
Мы приезжаем всей нашей командой, выходим красивые, берем за это, ну, энную сумму. Берем. И будем любить всех безостановочно. Это классно. Мы согласны. А песни поете? Они мечтают даже об этом, да, Ник? Это прекрасная идея. Все, вам нужен седовласый продюсер. Давайте, это я. Голосуйте за него. Голосуйте за меня. Очень приятно. Молодцы. Теперь потрясающе красиво. Покрутитесь еще, покрутите, все хочу разные. посмотреть. Давайте, теперь по моделям. Ну, теперь смотрите. Скажите нам. Так, ну, представьте, что вот это вот ваш длинный-длинный подиум. Давайте, готовы? Да. Поехали. Шоу моделей. Так, пошли. Вау. И покажите спинку, как там красиво. Браво. Прелестно, такая красавица. Вау, нифига. И завершающая модель у нас вот в таком шикарном чапане. Все, да, браво, аплодируем. Алдахес Булигенова, дизайнер. И ее девочки. Браво. Кудрахмед. Не надо. Алдахес, можно вас еще на секундочку? Присядьте, у нас к вам есть буквально маленький... Гулечка, я тоже пошел пока. Смотрите, он как замороженный. За моделями чуть не ушел. Так, швейная машинка или иголка с ниткой для вас? Выберите одно, не задумывайтесь. Швейная машинка. Отлично. Узоры или однотонная? Однотонная. Любимый цвет в одежде? Черный, красный. Черный. Ты, интересно. Если бы вы создали наряд для знаменитости, кто бы это был? Не задумывайтесь, говорите. Прям вот первое, что из космоса пришло к вам. Из знаменитости? Да. Кто? Кого бы вы хотели? Ну, вас выбрала. Ура! Меня вы выбрали! Спасибо вам большое! Все, друзья мои, ну мы прощаемся с нашими моделями, с этой красотой. Приходите еще, успехов, удачи вам. Хорошо, спасибо огромное. Ну, а мы не прощаемся с вами, потому что впереди короткая реклама, и мы вернемся в нашу Я солнечную хочу сказать студию. тоже спасибо большое за приглашение и процветание вашему каналу. Спасибо. Реклама на канале. Ну что? Я до сих пор под впечатлением от девочек и от моделей, но пришло... Сейчас еще одно будет впечатление пришло время... яркое. Новости, которые мы заслужили по праву, это Алга-новости с Иваном Червинским. Вань, Вау! Вань, ты что так утеплился? Салям. Сейчас, наверное, нам на самом деле сейчас... Обещали 20 градусов сегодня. Да, потому что по всему Казахстану холодно, а в Алматы сегодня 20 градусов. Завидная Ты такая. где? Ты в Астане, что ли? Нет, я тоже в Алматы, просто сегодня у меня будет много интересных новостей, и одна из новостей будет связана с казахским национальным стилем, поэтому я не мог одеться по-другому. Да, Кстати, сегодня тема стильно. казахского стиля национального, прям продолжаешь ты. Да, очень красивый. Как это называется? Такой современный это чапан. Такой
стиль казахский шапан, но в современном стиле. Кстати, он двухсторонний, смотрите. Внутри он такой очень белый, очень красивый. Тебе очень идет. Классно. Ну что, Ванечка, давай, Вань, новости нам твои, вот эти вкусные, классные, после которых чувство гордости. Ну что, Алкет. В общем, как всегда, Казахстан радует очень крутыми новостями, очень много интересного происходит. И буквально вот вчера я вернулся из города Усть-Кемень, с восточного Казахстана. Дело в том, что там проходило невероятное событие, уже 5-й юбилейный фестиваль Шыгыс Салбурына. Там была и самая интернациональная дискотека в казахском стиле, было много очень вкусной еды, было много очень красивых девушек в национальных костюмах. В общем, в очередной раз Восточный Казахстан привлек к себе внимание со всего мира. Были, кстати, вот вы сейчас видите на кадрах известные беркутчи с самых разных стран мира, и из Монголии, и даже из Венгрии и Испании. В общем, вкусно поел, отлично поплясал, потусовались мы, и я вот поймал себя на мысли, будучи там, что на самом деле такие события очень важны, потому что они не только напоминают нам о истории, но и также мощно поднимают дух. И поэтому, когда видишь там, что много маленьких вот ребят, которые все это видят своими глазами, я думаю, что это очень важно. И такие надо проводить вот соревнования кочевников как можно чаще. Замечательно. Такие красивые лица, такие картинки сочные. Боже мой, такое событие прекрасное. А я увидел Акима Восточно-Казахстанской области, что он со всеми вместе. Вот действительно повезло Восточно-Казахстанской области. Ну, во-первых, и с Акимом, а во-вторых, еще и с таким замечательным фестивалем беркутчи. Классная новость. Молодец. Вообще гостей было, кстати, много. Было не только аким Восточного Казахстанской области, был министр спорта, и известные артисты тоже приехали. Короче, было круто. В следующем году ни за что не пропустите. Ты знаешь, для меня Усть-Каменогорск-то вообще родной. Да он оттуда не выезжает. Поэтому в следующий раз постараюсь. Просто здесь было немножко неудобно, скажем так, ехать. У меня был форум, не вижу. Давай следующая новость. Что у тебя? Ну и, конечно, главная новость прошлой недели, она пришла от нашего Димаша. Дело в том, что он завершил свой мексиканский вояж. У Димаша состоялось сразу 2 концерта. Кстати, вы видите сейчас на экранах, что впереди его еще ждут концерты в Берлине, в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли, в Риге и в Барселоне. Вот. А это как раз кадры душевного концерта Димаша в Мексике. Его там шикарно принимали. Я даже, вот вы знаете, был на разных концертах Димаша. Мне кажется, на 9 концертах Димаша в разных странах я побывал. Как большой поклонник, фанат его творчества. Благодаря Димашу у меня вообще состоялось знакомство с Казахстаном. Но мне кажется, что сегодня мы можем констатировать факт, что мексиканцы, вот, латиноамериканцы, они самый душевный, самый трогательный прием сделали для Димаша. Представляете, на первый же его концерт в Латинской Америке билеты были проданы, 10-тысячная площадка была распродана за 8 минут. Это даже быстрее, чем были проданы билеты на Реал Мадрид в городе Алматы. И я думаю, поймал себя на мысли, что, вы знаете, наверное, если Димаш сделает гастроли по всем странам Латинской Америки, у него в каждой стране там будет обязательно аншлаг, и его будут там трогательно, душевно принимать. Кстати, скажу, что вот еще 7 лет назад, нет, не 7 лет, 7 лет назад на наших старых каналах было 100 тысяч подписчиков из Латинской Америки. И вот до сих пор мы с ними общаемся, и у нас сегодня в Инстаграм вы можете видеть, что есть комментарии от латиноамериканцев, которые теперь, кстати, тоже стали, кроме того, что были фанатами Димаша, стали и фанатами Казахстана. И следят за успехами наших школьников, например, и также радуются как победам Димаша. В общем, Димаш красавчик. Однозначно. Красавчик, который проложил вот такой путь ко всей культуре, да, Казахстана. Действительно, можно сказать, амбассадор нашей страны. Да, посол вообще страны во всем мире. Здорово. Что еще? Какие у тебя новости есть? Также еще есть интересная новость.
дело в том, что два дизайнера из Казахстана получили дизайнерский Оскар. Случилось это в городе Амстердам, и премия называется Paint Awards 2025. И вот два дизайнера, Сергей Тюрин и Никита Чувалдин, получили самую главную там премию за свои версии упаковки. В общем, но что меня больше всего порадовало, вот то, что я вам хотел сказать, почему я сегодня в национальном стиле, в том, что они вышли туда представлять Казахстан в национальном казахском чапане. И вот это, мне кажется, становится очень круто. Я вообще сам ношу казахский чапан с 2019 года, и каждый раз не перестаю говорить о том, что очень мне нравится казахский стиль, и особенно, когда он на такой высоте, на одной, ну, вот, на дизайнерском Оскаре. Это круто, ребята, конечно, безусловно, тоже настоящие красавчики. Молодцы какие. Это реально круто, это просто невероятная новость. Вот Слушай, а ты знала, что в мире проводится дизайнерский, ну, конечно, да, выбирают лучших? Да. Для меня это прям открытие. Это впервые казахстанцы получают дизайнерский Оскар. Гуль, ну и еще надо напомнить Ивану, я ему, по-моему, это уже раз 4-й говорю. Я знаю, что у Ивана очень много чапанов, а в 5-й раз буду выпрашивать у Вани сейчас какой-нибудь чапан, который он не сильно любит. Ай, ну этот вот пользуется своим служебным положением. Ну, футболку я у него уже один раз выклинчил. Надеюсь, смогу добраться и до чапана. Все, тогда ждем. Спасибо тебе, Иван, за самые невероятные новости о Казахстане. Хороших вам и нам новостей. Спасибо, дорогой. До встречи. Пока-пока. Ну а у нас короткая реклама, и совсем скоро в нашей студии появится наш следующий гость. Музыкант, певец, шоумен Самат Шонов. Сразу после рекламы. Что интереснее, получать подарки или дарить подарки? И то, и другое? Ну, в нашем случае должно быть дарить подарки, потому что вопрос, который мы сегодня задавали, звучал так. Какой самый старейший театр в Алма-Аты? Так вот, самый старейший театр нам на WhatsApp написали, да, номер заканчивается на 0593, что это Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова. И это правильный ответ. Мы поздравляем вас. Сейчас мы отправим вам, как вы сможете забрать билеты на концерт «Есте қалсын Кудретті Қоңырауен», который состоится 16 октября в 19:00. Поздравляем! Так, ну а мы уже готовы встретить нашего гостя, музыканта, певца, шоумена Самата Шонова. Добро пожаловать! Как вы двигаетесь великолепно. Спасибо большое. А давайте танцевать просто всю программу. Нет, давайте лучше петь. Вы общаетесь, давайте я буду петь, а вы танцевать, да? Согласна, вот именно. Что? Певец же все-таки у нас. Так, вот я знаю, что вы профессиональный музыкант, в частности, оперный певец. То есть академическое образование. Да. Чуть-чуть о себе расскажите, мне интересно. Небольшая информация о мне. Из анкеты, да? Да. Я вообще уроженец города Жезказган. Приехал покорять оперную индустрию в Алматы, обучаться здесь. Закончил колледж имени Петра Ильича Чайковского. Затем поступил в консерваторию. Знаю то, что Данияру импонируют оперные певцы. Очень. К сожалению. Не классического искусства. Я их всех люблю, дружу с ними. Да, по образованию я оперный певец. Но как оперный артист не состоялся все еще, но даст Бог, я думаю, все в руках Всевышнего. И в моих усердных занятиях, возможно, как-нибудь блесну и спою партию Айдара. А пока просто занимаюсь творчеством, пишу песни, также активно работаю на мероприятиях. Да, вот, как полагается, мой коллега, получается. Коллега твой, да. Ну, какие мероприятия нравится больше вести? Дорогие. Найман, что ли? Чистокровный. Вот только вчера прилетел с города Шымкент. Оказывается,
полсамолета артистов летят каждую неделю туда. Да, вот, Пятницу утренние рейсы. И воскресенье обратно, конечно, да. Да, как полагается артистам. Ну и как же вам это вот опыт оперного певца помогает в роли ведущего? Очень сильно. Да, это, во-первых... Владение голосом. Владение голосом. Сценическим образом. Хорошо. Не подсказывай. Да, сценическим образом, репертуар обширный. И, конечно же, большая фишка моя в том, что я поющий ведущий, да. То, что вот... А Даня куда танцующий ведущий. Я думал, ты сейчас скажешь, буквы те же, поющий ведущий. Ну, немножко одну букву поменяем, да? Да. Так. Вот, и, если честно, оперное искусство, оно... Хоть раз в жизни приглашал, вот там, знаешь, там... Не просто там, ну, как бы там, это, встречайте там Кудалара, там, Кудалар, там что-то подобное было? Вы имеете в виду... Ну, смотри, это же необычно. Необычно. С исполнением. Твои, вот, именно связанные Если честно, я прям не навязываю то, что я прям оперный певец, пою разные песни. Пародирую голоса. Ну-ка изобрази. Можно послушать, пожалуйста, пародию какую-нибудь? Ну, одна из таких смешных пародий, по мнению моей мамы, и Аллы Борисовны Пугачевой. Вот. Прежде чем исполнить эту песню, есть такая небольшая шуточка. Я пою в самом начале мероприятия, в частности, песню «Любовь, похожая на сон». Да, потому что многие из взрослого контингента гостей знают эту песню, подпевают вместе с нами и поем. Затем есть такая небольшая ремарочка, шутка. Я говорю, у Аллы Борисовны не бывает бывших мужей. И начинается та-дан-да-рау, песня Киркорова. Я не знала, что любовь. Да, да. Я тебе посвящал все песни свои, я себя открывал, что хочешь бери, и с надеждой ждал, когда же тронется лед. Только в сердце любимом любовь не живет, а я и не знал, что любовь может быть жестокой. А сердце? Сердце таким одиноким. Кто не знал? Я не знал. Кто? Я не знал. Вот так вот у нас идет. Прелесть. Быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. Вот одна из фрагментов, да. Все, не будем показывать, потому что на мероприятиях надо что-то оставить. Согласен. И есть такая небольшая шутка. В начале также мероприятия я люблю петь. И у меня есть уже официальный дуэт с легендарнейшей нашей алматинской командой А-студио. Вот. Я участвовал в съемках фильма «Солдат любви». И также написано Самат Шонов, Алексей, я не помню фамилию моего коллеги, и затем А-студио и Гуль Алматы. Там все съемки шли лайвом, и весь звук шел вот только вживую. И вот можете послушать. Мы пели песню из репертуара легендарнейшего Ермека Серкебаева «Гуль Алматы», да. Вот. И тоже в начале исполнения этой композиции есть тоже небольшая шутка. Я говорю, песня про наш с вами любимый город. Какой город? Алматы. Рожесказган, конечно. И начинается композиция, и уже здесь я использую оперные какие-то элементы, потому что Ермек Серкебаев — это легендарнейший баритон, который сделал нашу индустрию оперную. Ермека нам дать сейчас. Ну, я пародировать не умею, потому что я тенор. Не надо пародировать, просто да, Ермек Атамус, он баритон. Да. Жасыл бақтан жаралған, жан нұрынан нәр алған, көңілдей көркем, көңілдей сайран, арудай жас қалам,
өркені өскен өңірдей жайран ардақты Астана. Где бы я ни бродил вдали, вновь возвращусь сюда. Здесь мой дом, здесь мой центр земли, Алмата, Алмата. Добрый город мой, сердцу ты навек дорог, как человек. Вот я как только эту песню слышу, сразу, знаешь, вот это Алмата, осень, день города, и вот столько прям нахлынуло. День города, потому что осень. День города же у нас осенью. Да, ну просто цветы... С удовольствием. Так скажи, пожалуйста, помогает вот тебе, скажем так, вот это твое владение голосом именно на мероприятиях для того, чтобы закрыть паузы? Очень сильно, да. Молодец. Получается, когда небольшой бюджет мероприятия, и мы не можем пригласить артистов. То есть это твоя фишка, ты говоришь, ну, если надо, я сам спою. В начале мероприятия я сразу об этом говорю. В основном я веду камерные небольшие мероприятия. Да, и сейчас... На казахском и на русском? На казахском и на русском, да. Большая фишка ведущего – это быть информированным. И если контингент действительно хочет того, чтобы я исполнял, я вначале говорю то, что добро пожаловать на мой сольный концерт. Да, и с этого начинаем. Вся программа у нас подточена под виновника торжества, да, несмотря это свадьба, юбилей или что-то в этом роде. Вот. И, конечно же, я пою весь вечер, в протяжении вечера, заполняю паузы. И не только бывает, я вхожу во вкус, и даже песен много бывает, чем тостов. Да, и, конечно же, музыкальные интерактивы тоже мы используем. И в этом моя фишка. Но слава Всевышнему, то, что так сложилось, и я занимаюсь своим любимым делом и получаю от этого большое удовольствие. И пока что небольшие деньги, но я думаю, уже мой продюсер... Впереди, Самат, я уверен, 100%. Скажи мне, пожалуйста, у тебя же был опыт выхода на большую сцену, ну вот когда экзамены, например, сдавал в консерватории, то есть какие-то арии ты все равно знаешь, и ты знаешь, что это такое петь с оркестром, например. Ты знаешь вкус сцены именно вот этой вот академической сцены. Да, очень сильно я хотел стать оперным певцом, но прям блеснуть на большой сцене с оркестром у меня... Еще не получилось? Получилось только раз, во время конкурса. И еще мы ездили в Москву, когда я учился в колледже. В Москве тоже есть, ну, у них не колледж, по-моему, а училище, вот, да, имени Петра Чайковского. И мы обменивались опытом, к нам приезжали оттуда студенты, мы ездили туда с концертом. И там у меня был единственный, у меня было 2 номера. Первое – это ария Айдара из оперы «Абай», «Айттым Салим Халамхас». И вторая с оркестром, уже с нашим этно-ансамблем из колледжа. Песня легендарнейшего героя Казахстана, композитора Нургисы Тлиндиева «Саржайлау». Вот. Замечательный репертуарчик. На YouTube, если что, можете посмотреть видео, но я там очень худой, и вы меня не узнаете. Ой, молодец, какой я обожаю людей. Обязательно посмотрим. Ну что ж, Самат, к сожалению, нам сейчас нужно прерваться на рекламу. Ну почему? Ну, к счастью, что после рекламы мы увидим вас на нашей сцене и послушаем Спасибо ваш прекрасный большое за голос. Приглашение. Для меня большая честь. Спасибо. Мы еще не прощаемся. Ну да, дорогой. но все же, мы в любом случае. хотим услышать, как ты поешь. Поэтому сразу после короткой рекламы. Спасибо. Көзің күміс шамдай жымыңдайды, жүрек шексіз сыр айтқысы келеді. Көздеріңде бір құпия жасырылған, мен таппаймын жауабын. Сен менің
соғады. Жолдар ұзақ, ал мен саған жақынмын. Сезімдер тасып толқындай ағып, күлімдеген жүзің күндей жаным, сенсіз бос бұл уақыт. Сен менің ойымда қашанда, жүрегім сен деп соғады. Сен менің ойымда қашанда, қайта қайтадан ойлаймын, сен туралы тоқтай алмаймын. Қайтадан армандаймын, жүрегім сен деп соғады. Жүрегім сен деп соғады. Жүрегім сен деп соғады. Жүрегім сен деп соғады. Браво! Друзья, запомните это имя. Самат Шонов! Потрясающе. Спасибо, дорогой. Вот теперь у тебя есть возможность как раз-таки уже попрощаться с телезрителями, как ты и хотел это сделать. Вот тебе камера. Спасибо большое. Для меня большая честь. Песня под названием «Хайтадан» еще не вышла. Впервые я исполняю на ваших эфирах. Честь для меня, да, тоже большая честь. Вот, а ты знаешь, что очень многие артисты приходят именно с премьерой песни именно к нам, и после этого песня залетает в народ. Поэтому это хороший знак. Прозвучало как бата. Аумин. Если хочешь еще бата, вот тебе еще двое наших коллег, они сейчас тоже присоединятся. Это Перизат Алпес, Айсет Арстамбек. Давай, бата тоже. Аумин. Вот, аумин, пусть так. Тек қана шығармашылық табыс дейміз, керемет ән, аумин. Гүлнара, рахмет сіздерге. Біз жалғастырайық. Достар, 2 күндік демалыстан соң жұмыс аптасына кіріскен барша көрерменге қайырлы таң. Арма қымбатты көрермен. Таң берекелі, күн сәтті, апта жағымды жаңалыққа толы болсын деп тілейміз. Алдағы 1 сағатта Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Назарларыңыз тек қана бізде болсын. Ендеше біз бастаймыз!